Мы всегда рады нашим гостям и говорим «Рахимитек», добро пожаловать. Традиционное татарское гостеприимство, помноженное на красоту столицы республики, плюс удобные и комфортные общественные пространства, возможности для проведения различных мероприятий. Добавим сюда разнообразие и колорит культур, великолепную кухню. Какие еще нужны доводы, чтобы выбрать в качестве места проведения конференции авторитетного международного дискуссионного клуба именно Казань? Где еще в России найдешь такое место с такой культурной программой форума, которая стартовала в Древнем Болгаре, где правители Волжской Булгарии приняли ислам, а завершилась в православном Свияжске. Об этой уникальной особенности нашей республики выстраивать уважительный диалог со всеми народами, сохранять и приумножать высокие нравственные ориентиры каждого этноса, говорил и президент Татарстана Рустам Минниханов в своем приветственном слове. Республика, как и наша страна, многонациональная. Все ценное, выработанное тем или иным народом за длительный исторический период, становится частью общей культуры народов, которые живут в одном государстве и связаны тесными узами экономического, политического и культурного сотрудничества. Конференция «Валдай» в Казани – это 60 экспертов из 16 стран мира, это несколько насыщенных дней дискуссий, 6 сессий, переговоры, круглые столы, контакты. И площадка Национальной библиотеки Республики Татарстан – это оптимальное место для проведения такого рода мероприятий на самом высоком уровне, тем более, что сам объект находится в центре Казани, в одном из его красивейших и живописнейших мест. Почетно и символично, что, по сути, первое полноценное выездное заседание Валдайского клуба после той специфической эпохи, которую мы пережили, проходит в Казани. Известный политолог Федор Лукьянов вспомнил, что в Казани валдаевцы собирались и ранее, в 2007 году. Правда, тогда это был совсем другой город. Глядя на то, что произошло за 15 лет, я практически не узнаю город, до какой степени он преобразился. Здесь ощущается энергия и мысль. Вот это вот очень ценная вещь и, к сожалению, во многих местах дефицитная. Казань – это такое очень удачное место для проведения такого важного форума. Я бы предложил, чтобы, если это будет возможность, чтобы ежегодно Валдайский клуб собирался именно в Казани. Я бы вообще предложил, чтобы это был такой, так можно его и назвать, казанский клуб. То есть казанский экспертный клуб, который бы позволил на регулярной основе проводить встречи экспертов с регионов Центральной Азии, с регионов России. Идея действительно заманчивая, тем более, что Казань давно закрепила за собой славу города, где удобно и почетно проводить статусные мероприятия. Политолог Александр Рар из Германии, впрочем, считает, что не стоит торопить события. Нам устраиваете настолько большую радость, мы еще город посмотрим и окрестности. Я думаю, что мы сюда вернемся, нужно быть немножко солидарными тоже с другими регионами, как мне кажется. Вот я так считаю, потому что Валдай это международная площадка, и она должна влиять как можно шире. В Казани Александр Рар далеко не в первый раз, но этот визит в Татарстан в период напряженных отношений России и Запада для него особенно важен. Я вам открою секрет, я так это немножко неофициально принял сегодня роль такого гонца. Да, как на лошади скакали с письмами, я передал вашему президенту просьбу немецких бизнесменов, которые говорят, что в то время как дипломатия немножко так спит и не помогает, и мы не движемся вперед, нужно приезжать на общие экономические форумы и конгрессы. Я надеюсь, что делегация из Татарстана в этом году, во второй половине этого года, посетит Берлин. По мнению ряда экспертов, именно Татарстан может стать самыми удобными и перспективными воротами для входа на рынок России как западных, так и восточных инвесторов. Традиционно теплые у нас отношения и с исламским миром, учитывая, что Рустам Минниханов является председателем группы стратегического видения России и исламский мир. В постпандемийный период, когда экономики многих стран активно восстанавливаются, самое время эти связи укреплять и развивать. Тем более, что стресс-тест показал, этой теме была посвящена одна из сессий конференции, что пандемия не только зло, но и, как ни парадоксально, мотиватор к развитию. И речь не только об информационных онлайн-технологиях, но и, к примеру, о такой отрасли, как внутренний туризм.
люди открыли для себя многие регионы, помимо там минеральных вод Кавказа и там юга, например, да, были открыты Алтай, Дальний Восток, Калининградская область, Татарстан, безусловно, тоже. И на самом деле я знаю, что Татарстан наращивал привлекательность для туристов еще задолго до пандемии. И здесь общее оживление внутреннего туризма, оно просто принесет дополнительных туристов и дополнительные доходы в республику, безусловно. Когда летел на самолете, вот погода была хорошая, я видел, что в Татарстане вообще все очень аккуратно, все развивается, каких-то заброшенных земель нет, все либо аккуратно лес, либо распахано. Поэтому надо просто посмотреть, какие здесь еще предприятия должны быть, и чтобы каждое такое предприятие имело железнодорожный ввод. Вот это и будет развитие. Итогом конференции в Казани наверняка будут конкретные рекомендации по укреплению сотрудничества России и стран Центральной Азии. Ведь такое стратегическое партнерство в общих интересах. Тимур Бекмурзин и Андрей Мохов. 7 дней.